рамках трехгодичной программы сохранения социальной стабильности, объявленной в апреле, Центральный комитет Коммунистической партии Китая принуждает народ Восточного Туркестана к борьбе с так называемой мафией. По сообщениям Туркестан Таймс, местное управление поселка Йени-Остен, города Черчен, провинции Хотан, заставило жителей записать имена так называемых авторитетов и совершенных ими преступлений на бумаге, которые они должны были бросить в заранее установленные ящики. По окончанию сборов из ящиков вышло более 3500 имен. Данная акция китайских властей увеличила недоверие людей друг к другу и негативно повлияла на религию, городскую жизнь и родственные отношения. Советник министра иностранных дел США Джон Стилидис выступил со скандальным заявлением по поводу противоракетных комплексов С-400, ставших причиной кризиса между США и Турцией. Трамп намерен наказать Турцию экономическими санкциями. Естественно, Турция не выдержит такое давление со стороны США и будет вынуждена обратиться в МВФ, сказал Стилидис. В связи с этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в последнее время увеличилось давление Запада из-за противоракетных комплексов С-400. «Мы очень довольны решительностью Эрдогана по данному вопросу», подчеркнул Песков. В Мельбурне неизвестные лица открыли огонь по ночному клубу. Погиб один сотрудник охраны и ранено 3 человек. Является ли инцидент терактом или нет, пока неизвестно. С другой стороны, глава внутренней разведки Германии заявил, что ИГИЛ продолжает свою деятельность. По его словам, ИГИЛ все еще представляет угрозу для всего мира, так как поступает информация о готовящихся терактах, которые могут произойти и в Германии. Более того, российский спецназ обезвредил в Тюмени 2 боевиков ИГИЛ, которые планировали масштабную акцию. Армия национального примирения Ливии заявила, что сбила военный самолет одной из групп, подконтрольных генералу Халифе Хафтеру. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние 10 дней в Ливии погибло более 120 и ранено по меньшей мере 560 человек. В связи с этим организация планирует отправить в Ливию медицинское оборудование и сотрудников здравоохранения. Генерал Халифа Хафтер отдал приказ о наступлении на Триполи 4 апреля. В ответ находящиеся в столице отряды армии национального примирения перешли к контратаке. Израильские правоохранители задержали 18 палестинцев, в том числе и губернатора Восточного Иерусалима и западного берега реки Иордан. Ранее губернатор был задержан 27 февраля и оправдан израильским судом в тот же день.